11 нелегалов на финансовом рынке Якутии выявили специалисты Банка России. И это только за первую половину текущего года. Тему продолжит Анастасия Кобазева. Они предлагают свою помощь, втираются в доверие, а после исчезают с деньгами. Деятельность так называемых нелегалов на финансовом рынке наносит серьезный вред как гражданам, которые сталкиваются с произволом, так и официальным компаниям. Банк России за первое полугодие выявил 11 нелегальных организаций на финансовом рынке Якутии. 9 компаний выдавали гражданам займы, одна компания оказывала брокерские услуги, также работала одна финансовая пирамида. В основном нелегальные кредиторы представляются микрофинансовыми организациями, которые либо не имеют официальной регистрации в Банке России, либо были исключены из реестра, но продолжают деятельность уже нелегально. Например, одна компания в республике нелегально оказывала услуги инвестиционного советника, замаскировавшись под учебный центр. Якутянам якобы для расширения кругозора рассказывали про возможность заработать на рынке Форекс. И от слов к делу. После им предлагали открыть инвестиционные счета, причем не только в России, но и за рубежом. За консультацией лжеброкер требовал деньги, хотя такая услуга предоставляется абсолютно бесплатно. Инвестиционный советник, он несет определенную ответственность за предоставление или за оказание таких услуг, да, консультационных, потому что в последующем гражданин, осуществляя свою деятельность на рынке, на финансовом рынке, может потерять деньги, да, опираясь на рекомендации этого советника. Поэтому это отдельный вид деятельности, который Центральный банк контролирует и на который выдается специальное разрешение. Чаще всего подсчитать ущерб от деятельности нелегалов очень сложно. Нужно найти всех обманутых, но самое главное – вернуть свои кровно заработанные практически невозможно. Если смотреть в масштабах страны, то за первое полугодие 2019-го выявлено почти 1400 нелегальных организаций в стране. Из них больше 1000 черные кредиторы. Они маскируются под ломбарды, лизинговые компании, микрофинансовые или кредитные организации. Больше всего нелегалов зафиксировано в Центральном и Южном федеральных округах, а также на Урале. Ну а теперь поговорим о тех микрофинансовых организациях, которые осуществляют свою деятельность в рамках закона. Сейчас в Якутии их 33, в прошлом году было заключено 77 тысяч договоров займа. По сравнению с 2017 годом этот показатель снизился на 23%. Реже брать взаймы стали граждане и индивидуальные предприниматели. Объем выданных им средств уменьшился на 17%. А вот юридические лица, наоборот, стали чаще пользоваться такой услугой. Сумма займов выросла почти на 70%. Чтобы не стать жертвой черных кредиторов, которые не соблюдают ни правил, ни ограничений, необходимо проверять наличие официального разрешения у финансовой организации. Сделать это можно на сайте Банка России. Банк России совместно с поисковой системой Яндекс организовал маркировку сайтов финансовых организаций. В этом случае, если финансовая организация числится в реестре Банка России, появляется зеленый кружочек с галочкой и зелененькая надпись «Реестр Банка России». В случае, если финансовая организация не значится в реестре Банка России, с большой долей вероятностью это мошенники. И гражданам не рекомендуется взаимодействовать с такими организациями. При выявлении нелегальных участников финансового рынка Банк России направляет письма в разные органы. Федеральная налоговая служба, прокуратура, МВД, Федеральная антимонопольная служба. Как показывает практика, чаще всего в отношении нелегалов возбуждают административные дела. Но сейчас эксперты обсуждают дополнительные механизмы защиты прав граждан. В частности, увеличение административного штрафа и введение уголовной ответственности в случае повторного совершения преступления.